Апрель 1995 года. Отсняты сцены с паном Рудецким. Это хозяин имения Недолы, где и разворачивается все действие 33-серийной исторической драмы «Проклятый уютный дом». Съемочная группа и актеры возвращаются в Кареличи в гостиницу. Все выходят. Выходит артист, исполнитель роли пана Бреницкого, и во всеуслышание обращаются ко мне. «Володя, я имею теперь право выпить свои законные 100 грамм». На что я говорю: «Витя, ты не только имеешь право выпить, ты заслужил это». Он еще учился в институте на курсе Константина Николаевича Санникова, а уже молва в наших, так сказать, кинематографических актерских кругах о его чарующем совершенно голосе уже шла просто по киностудии. И когда был отснят фильм «Красные листья», где главную роль исполнял типажно, совершенный славянин, латыш Эдуард Павлс, худощавый, такой блондин. Все тогда в союзных республиках учились в русских школах, но все-таки легкий какой-то акцент у Павлса был. И его озвучил Виктор Тарасов. Красные листья – это люди, их сердца. И их надо собирать в одну семью, чтобы все жили свободно и счастливо. Окончив институт, курс Константина Николаевича Санникова, Витя, конечно, был Константином Николаевичем приглашен в театр Янки Купалы, потому что Санников был режиссером этого театра. Витя сразу влился в репертуар, сразу начал много играть. Что интересно, первая, наверное, такая крупная роль его была, это был Нехлюдов в спектакле по роману Льва Толстого «Воскресенье». Дело в том, что спектакль это ставил мастер нашего режиссерского курса Андрей Андреевич Ефремов. Он ставил «Воскресенье». И мы, конечно, постоянно были, каждый день были на репетициях у Ефремова. Мы даже... Капустник у нас был, и там даже куплеты мы пели. «Всем это ясно, в этом нет сомнения, что дорог нам в учебе каждый час, но ставит мастер в театре воскресенье, и воскресенье каждый день у нас». Конечно, воскресенья у нас не было, потому что мы каждый день были на репетициях. И я видел, наверное, впервые я понял какие-то секреты актерского мастерства по тому, как Виктор выстраивал от репетиции к репетиции, что-то находя, что-то нарабатывая, какие-то интонации, какие-то детали, какие-то паузы. Я видел от начала до конца, от первой читки и до премьеры, как рождалась эта роль. И я уже тогда понимал, что Витя просто великий артист. Дело в том, что какой-то взлет в белорусском театре в те годы, когда вот мы еще учились в институте, обеспечил приезжий режиссер Борис Эрин. Это был спектакль «Леса и виноград» с блистательной работой народного артиста СССР Бориса Владимировича Платонова. Ведайте, вы свободны! Ведай, Ксан, кожний чоловік дорос до свободи. Для того, коли треба, как померти за її. Я зелений для любви, для життя, але я свободний. Прокляття! Прежде
наша бездань для свободных людей. Второй спектакль «Третья патетическая» Николая Погодина. Третий спектакль – это была пьеса турецкого драматурга Назыма Хикмета, коммуниста, который сидел в тюрьме и потом переехал в СССР. Жена его русская, была переводчицей, и она перевела следующую пьесу «Чудак», где главную роль чудака Ахмеда Рза играл Виктор Павлович Тарасов. Мастака Григорьянца и режиссера Эрина связывает творчая дружба. Их новая совместная работа – спектакль «Дивак» по пьесе Назыма Хикмета. У головных ролях артисты театра Янки Купалы, Зинаида Броварская, Борис Ладомирский, Виктор Тарасов. Я обороняю человечье право, это моя профессия. І ось коли б мой небожчик батька вийшов з могили і почав би справу супроть моєго ворога, хоч я не думаю, що у мене є вороги, ну, допустим, є. Так ось коли б мой небожчик батька вийшов з могили і почав би справу супроть моєго ворога, і коли б правда була на стороні моєго ворога, і він попросив би обороняти мені його право супроть моєго батьки, я б не хистався. Я б узяв на себе справу свого ворога. Ну, ведаешь, это твоя особистая справа, или ты не можешь взять на себе оборону Абдурахмана супроть моего дяди, разумеешь, не можешь. Ну, на жаль, я уже взял. Доручение в этом портфеле. Потом была очень интересная работа «На дне» Горького. Он играл барона. Что такое барон? Опустившийся человек, люмпен. Но вот это вот аристократизм его, он, так сказать, даже сквозь его лохмотья, небритость там и вечно пьяную физиономию он просматривался. Видишь, с того часу, як я помню себе, в моей голове стоит некий туман, ніколи ничего я не разумел. Мне навіть ніяк не ёмко. У меня такое выражение, что я все свое життя только переуправлялся, а на что я не разумею. Я смотрел, любовался Виктором, таким же он был еще и в пьесе Горького «Дети солнца». Я говорил: Витя, как ты вообще вот это... Он говорит: Володя, ну я же не виноват. Это вот он мне признавался, смешно очень. Говорит, стоит мне, говорит, вот так вот сесть, задуматься, и у меня, говорит, уже вид интеллектуала. Ну что, говорит, я могу с собой поделать? И смеялся при этом. Мне, говорит, так хочется сыграть комедийную роль. Ну я не знаю, можно ли это рассматривать как комедийную роль. Ну, например, он играл монстра, хитрого такого, городничего. В «Ревизоре» играл Витя. Я запросил вас, панове, для того, как сказать вам, вельми неприемную новину. До нас едет ревизор. Ну вот я начал самостоятельную, так сказать, киножизнь. Витя утвердился в театре, получал звание за званием, все выше и выше. Ну, вы знаете, случайно мы очень часто встречались по утрам. Знаете где? Вот телефильм наш располагался на улице Киселева, а на углу Киселева и Красной угловой дом, где там сейчас вот Белорусское театральное общество, оно и раньше там было. Так, там были мастерские, фотомастерские Белорусского театрального общества. Никакого ж видео не было, это все фотографировали. И фотографами был такой Миша и Изя Ороцкер. Изя Ороцкер, с которым мы хорошо очень были знакомы и дружны еще по цирку, потому что он по совместительству еще был и фотографом всех премьер Минского цирка. И я часто утром в этой фотомастерской заставал Витю Тарасова. У ребят что-то там все время было утром, чем-то так немножко освежиться. И Витя при мне несколько раз наблюдал это. Что-нибудь так чуть освежится, горлышко промочит,
потом закусит яблочком, и потом я смотрел ему вслед, как он выходил на Красную, выходил на набережную, потом шел не спеша к домику первого съезда, на мост, и там дальше я уже его терял, его, так сказать, из виду, но я понимаю, что он может через мост, может по парку Горького шел в театр на репетицию. Я кажу, для такої роботи я ще не подкований. Ну, правильно, не подкований. А яни? Подкуєм кажуть. Федька, яни подкують, не сумнівайся. Я їм кажу, я такий участок роботи можу завалить. А мне, не допустим, кажуть, не боги горшки лепить. Подбираешь надійний кадр. Які кадри? Де ти їх знайдеш? Откуль возьмеш? Я кажу, боюся я, ну боюся. Допущу яку-небудь помилку. Мене туди. Все верно. А яни? Тады устае гэты. Так глянул на меня, что я. И кажа ему, понимаешь, оказывается доверие, и он упирается, як и шаг, понимаешь. А вон сам амнистый просишь, так? Згаджайся, Федя, згаджайся, покуль не поздно. А я и сгодился. Мне б теперь только правильную линию нащупать. Правильный ориентир знайти. Я хто? Я старшиня виконавчого комітету. Виконкома! Задумчивый красавец с усиками, с бородкой, рефлексирующий Николай II в телеспектакле «Крах» в постановке Виктора Карпилова. Да, это он. Император и самодержец всея Руси, царь польской, великий князь финляндской и прочее, прочее, прочее. И кроме всего прочего, он еще заслужил эпитет кровавого за всем памятное событие 9 января 1905 года. Сердечно поздравляю, дорогая Анна Александровна, всей души. Примите эту безделку в знак моей дружбы и неизменного расположения. Государь. Я там тоже какой-то эпизод играю, какого-то министра. Продолжай. Сводка полиции, департамента полиции о настроении в тылу и на фронте за истекшую неделю. Напряжение масс доходит до той степени, что приходится ожидать, что это напряжение может вылиться в ряд тяжелых эксцессов. Идея всеобщей забастовки со дня на день приобретает новых сторонников и становится популярной, какой была в 1905 году. И когда Корж Саблин снимал фильм «Крушение империи», на роль Николая II он пригласил Виктора Тарасова. И Витя сыграл, и в фильме «Крушение империи» тоже сыграл роль Николая II. Наше наступление продолжается. Ваше Величество, мы наступаем, чтобы немцы не подумали, что мы вообще не способны к наступательным операциям, несмотря на наши большие потери. Наступление, наступление, наступление. Так что вы говорили о наступлении? Я говорю, что у нас большие потери, Ваше Величество. За последние 2 дня 17 тысяч. На то и война. Между озвучкой героя «Красных листьев» и «Крушением империи», оба фильма в постановке Корж Саблина, еще был фильм «Первые испытания», где Витя, тоже Корж Саблина, где Витя сыграл
роль такого Ахрема, мужика. Ну, вы знаете, я думаю, что это просто... Играть там, собственно говоря, было нечего. Ну, просто были аристократы. Ну, и вот, наверное, чтобы тоже кто-то, человек из народа был, хоть и в свитке там, и в лаптях, но чтобы тоже с каким-то более-менее приятным, скажем так, лицом. Вот Виктор сыграл там тоже, вот я даже не скажу, что это роль, а эпизод. 12 лет судимся. Затоки наши, а деньги за аренду пан Скирмун берет. А рыбу старшина Захар ловит. Ты где бунтуешь, Каль? Ты в церкви бунтуешь? Холодный его. Да за что его холодный? Вот тебе и манифест. Рот затыкаете. Где же на это свобода? И неприкосновенность личности. Как вам не стыдно? Это же дикость выламывать человеку руки. Я полагаю, что административные функции ничего не имеют общего с грамматикой и арифметикой. А, по-моему, господин учитель прав. Освободите его. Очень рад с вами познакомиться. Скирмунд. Лобанович. Прошу. Освободите его. Хитер пан. Ну ничего, ничего. Вообще с кинематографом у него были очень сложные, так сказать, отношения. Он играл в новелле по ранним рассказам Алексея Дударева. Дело в новелле происходило во время киносъемки, то есть это было кино в кино, а Виктор Павлович играл там режиссера. Куда? Стой! Слушай, а где ты видел таких немцев? Кино. Будь самим собой. Ну, представь себе, что немецкий солдат – это ты. И не строй никаких рож. У тебя своя. Что надо. Хорошо. Коля! О! Пройди, пожалуйста. Ага. Так, давай. Как будто я его где-то видел. Кто? Артист. Какой артист? Это же Гришка из нашей деревни. Внимание. Мотор. 136, дубль 2. Начали работать, солдаты, начали. Должен сказать, что роль режиссера ему еще придется играть в моем фильме «Хэппи Энд». В Минске организовывался новый театр, театр киноактера. И как каждый театр, как МХАТ открылся пьесами Чехова и Горького, как современник Ефремовский открылся пьесами Розова «Вечно живые в поисках радости», так театр киноактера должен был открыться какой-то новой, неизвестной пьесой, нового неизвестного драматурга. И такую пьесу создатель и строитель театра киноактера, режиссер Валерий Данилович Онисенко нашел. В 2004 году мы с театром белорусской драматургии, которым в то время руководил Валерий Онисенко, были в Иркутске. И в Иркутске все было как бы пронизано вообще именем Александра Вампилова. Театр имени Вампилова, студия имени Вампилова, культурный центр имени Вампилова, музей Вампилова, в городе памятник Вампилову, мемориальные доски по городу, мемориальная доска и памятный знак на месте, где он погиб. Я так думаю, что это иркутская общественность как бы искупала свою большую вину перед этим драматургом. Потому что театралы, с которыми мне там довелось беседовать, показывая вот так на кого-то, говорили, да его тут затоптали, Вампилова. Его пьесы отшвыривали театры, не читая. Должен сказать маленькую деталь, что практику после факультета журналистики Вампилов проходил в Минске, в редакции газеты
«Знамя юности», где отделом культуры в то время заведовала Татьяна Дмитриевна Орлова. Ко мне никакого отношения не имеет. Когда мы были на этих гастролях в Иркутске, даже нас пытались с ней поселить в один номер. Сейчас Вампилова ставят все театры, его пьесы. Прошлым летом в Чулимске, «Прощание в июне». Пьеса его, первая, наверное, самая звонкая пьеса «Утиная охота». Эту пьесу в Москве нашел, откопал Валерий Анисенко и привез ее в Минск. Анисенко решил этой пьесой открыть новый театр киноактера, который уже строился там, где вот он сейчас пока находится еще, хотя он тоже сейчас уже оттуда будет переезжать. И вот на стыке 70-х, 80-х годов Вампилов в пьесе «Утиная охота» показал человека, персонаж по фамилии Зилов, как раз который точно отражал суть вот той эпохи. И началась репетиция «Утиной охоты». Блистательный актерский состав. Это Зилов, Тарасов, официант Дима Фома Воронецкий, Павел Васильевич Кармунин, Лида Маргадачева, Саяпина играл Миша Петров. Пошли репетиции. Анисенко говорит, я видел, вот он в дневниках вот своих пишет, я, говорит, видел тоже, как он от репетиции к репетиции что-то ищет, что-то находит, что потом выглядело вообще импровизацией. Нет, это все накапливалось, это все обдумывалось. Тарасов подходит к режиссеру и говорит, Валера, говори что-нибудь говори, хоть мычи, но говори мне что-нибудь, потому что он, Виктор, за все цеплялся, чтобы только сыграть вот эту роль. И вот, наконец, наступает день премьеры. А где играть? Театр еще только строится, а спектакль созрел, его надо играть. Это все произошло в Доме кино. Дом кино у нас тогда был Красный Костел. Бывали в Красном Костеле сейчас. Представьте себе, что по горизонтали он был весь разделен. Внизу был просмотровый зал, кабинеты были, гардероб, небольшой буфетик такой был. А декорация была построена наверху. Вот все пространство костела, это вот был такой конференц-зал. Анисенко увидел, что там сцена, вот где витраж, выходящий на площадь, очень маленькая. И он придумал с художником Олесем Тихановичем сделать это в центре, прямо в центре вот этого вот огромного пространства. Помост, а сверху, как какая-то там охотничья палатка, было натянуто серое полотно. И вот там все действо проходило. На первый спектакль были приглашены, конечно же, руководители белорусского кино. Владимир Васильевич Матвеев, председатель Госкино БССР, Евгений Константинович Войтович, директор киностудии, главный редактор киностудии Владимир Трофимович Халип, значит, редактура, режиссеры, ну вот мы там тоже как бы так, товарищи, друзья, болельщики. И на последующие спектакли, которые там проходили, а всего их было 6 этих спектаклей, люди ломились. И вот проходит этот спектакль. 1, 2, 4, 5, 6. И все. И все. Театр еще не достроен. Декорацию устанавливали 2 дня. Разбирать ее надо день, приводя конференц-зал в прежний конференц-вид. Ну, у Дома кино свои мероприятия, съезды, пленумы, работы секций, какие-то помещения нужно. И этот спектакль как бы еще некоторое время существовал. Ну вот как бы Валерий еще поддерживал, думая, что откроется театр, когда построит, достроит, то откроет вот этим спектаклем. Потому что работа дуэта Тарасов
и Фома Воронецкий. Это просто был блистательный дуэт двух мощных и очень красивых актеров. Вы знаете, такое огорчение, что ведь это же был спектакль киностудийный. Он же делался как театр киноактера. Ни одной фотографии, ни одного кадра хроники. Ну что стоило взять коробку пленки и хоть что-то отснять? Это ж кино, киностудия. Нет. И вот это вот, я думаю, одна из лучших, наверное, сценических работ молодого Виктора Тарасова, это был 1978 год, никак не зафиксировано. Половина актеров, которые там играли, уже в живых нет. И нас, которые были на этом спектакле, тоже остается все меньше и меньше. Грустно. Начало 90-х годов было очень, для кинематографа было очень интересным. Появилась масса студий. На базе как бы Беларусьфильма, но масса студий. Каждый режиссер организовывал свою студию. Ну, одна из таких студий пригласила, значит, на постановку меня. Ну, тогда какие-то еще вкладывались деньги в это. Я не знаю, где их брали. Цели было 3. В Америке получить Оскара, получить 500% не меньше прибыли от проката, и 3 добиться расположения главной героини. Ну, первые 2 не удавались никому, насчет 3-го не знаю. Мне это никогда не было интересным. И вот такую ситуацию предложили мне. Фильм по очень хорошему сценарию Виктории Токаревой «Хэппи Энд». Вите Тарасову, которого я пригласил сыграть меня, режиссера, ну, не такого уровня, как я, режиссер, а режиссера-небожителя. Я ему рассказал, как в 1959 году, снимая «Павильоны» на Мосфильме, я шел там с Владимиром Владимировичем Корж-Саблиным, своим киноучителем, а навстречу нам седой красавец в ослепительно-розовом пиджаке не шел, а плыл Григорий Васильевич Александров, который в то время снимал картину «Русский сувенир» или «Скворец и лира», куда в павильон никого не пускали. И он плыл, и он раскланялся с Владимиром Владимировичем Корж-Саблиным. «Володечка, Гриша, пожалуйста, у меня уже первый звонок был». Он имел в виду Корж, что уже на красных листьях у него там первый инфаркт был. И вот этот Александров, значит, вот я смотрел на этого человека вообще зачарованный. Ну как? Александров, «Веселые ребята», цирк, «Волга-Волга». Потом, когда умер у нас Луспекаев, мы с Мишей Казаковым к Бондарчуку, к Сергею Федоровичу, уговаривали его сняться. Мы 15 минут разговаривали с Бондарчуком, но за эти 15 минут человек 6 к нему подходили, какие-то администраторы, помощники, 2-е, 3-е режиссеры, продюсеры, что-то подписать, что-то согласовать. И Бондарчук, значит, тоже: «Нет, я сейчас, спасибо, я уезжаю на монтаж в Ватерлоо, в Чиничита, в Италию, в Рим, да, спасибо». То есть тоже небожитель. Вот я подробно, с деталями, без иронии, без юмора рассказал Вите про этого режиссера. Как его фамилия была, не знаю, но шел он по кличке Анчар. И вот идет какой-то кафе, где должна отмечаться премьера очередного фильма Анчара. Теперь надо было подготовить людей, а это же все богема, все актеры не снимающиеся. И это мне помогли жизненные мои наблюдения. Один из наших семинаров проходил в Москве, в Матвеевском, где дом ветеранов сцены и кино. И там было очень интересно. Вот тут мы жили, а тут была столовая, пищеблок. А тут был такой зимний сад. И старые ветераны актеры театра и кино, они первыми там трапезничали, а потом сидели здесь вот в этом зимнем саду, а мы должны были мимо проходить, пробегать в столовую. И я видел, как они все на нас, на режиссеров, там, на сценаристов
смотрят вот таким взглядом. Ну, узнайте меня, узнайте, я же и мы так узнавали каких-то пареньков из довоенных фильмов, каких-то разбитных девушек, которые уже были сильными такими уже, в сильном возрасте уже были. Мы их узнавали, вежливо им улыбались, но вот эти вот взгляды их, узнайте меня, я такой талантливый, я такая обаятельная, снимите еще меня. И вот это я попытался объяснить тоже эпизодникам, которые сидели в этом кафе. И вот появляется этот Анчар Тарасов, его проход по кафе. И у Виктора всего 2 слова. Сейчас вот во фрагменте их увидите. Но обратите внимание, какая пауза между этими 2 словами. С премьерой. Всем спасибо. Краткость, сестра. Как всегда, афоризмушек. Героиня начинает пробивать своего мужа. Она пробирается к Анчару на киносъемку и, как говорится, начинает его, даже я бы сказал, несколько агрессивно дергать. Так, задняя линия, пошире. Вы не верите в сказку про Золушку? Девочки, все ко мне. Значит, Нет. идея. Но идея на ходу. Все вы тут горнолыжники. Почему горнолыжники? Веселее и ритмичнее. Когда один ломает себе шею, всем остальным некогда. Все на скоростях. Так, по местам. Но ничего. Когда-нибудь вы тоже сломаете себе шею, и вам тоже никто не поможет. Вот, типаж. Кто это? Эпизодник, враг народа. О, Господи! Я подумал, ни литовцы, ни грузины, ни армяне никогда не возьмут на главные роли московских артистов. Только если русского надо было сыграть. Только своих. И я решил тоже взять только белорусских артистов. Я был вознагражден тем, что в кинозале, где состоялся такой же торжественный показ этого фильма, в кинозале, где сейчас театр белорусской армии, состоялось награждение, и я получил приз, который очень лестно для меня формулировался за повагу до белорусских артистов. Вы не хотите сказать мне спасибо? Не хотите? А вы мне? Вы были правы. Все мы действительно горнолыжники. Апрель 1995 года, уже как бы близится к завершению съемочный период 33-серийной исторической драмы «Проклятый уютный дом». В 29-й серии появляется пан Бриницкий, хозяин имения Недолы. Но мы застаем это имение во время войны. Все разрушено. Все разорено, все сожжено. Сколько раз смотрю эту сцену, я не могу просто без волнения смотреть, как Витя это сыграл. Вот эти вот набрякшие, я даже не скажу слезами, а каким-то горем, глаза, веки эти его тяжелые, как он это все говорит, как он это все произносит. Но ведь все это можно как-то отстроить. Разве не так? Можно. Только нужна еще одна жизнь. Выходит, все было напрасным. Что все?
Вы знаете, это был уход персонажа из жизни. Это был уход Виктора из роли. И это был вообще уход великого белорусского артиста, народного артиста СССР Виктора Павловича Тарасова вообще из искусства. Почему? Потому что это была последняя Витина роль. Прошло 2 года, и в 1997 году Витя, мастер озвучивания, приехал ко мне на озвучку. За полдня озвучил свою роль. И вот простились, по 100 грамм уже не пили после этого. Больше мы с Витей не виделись. Но я знаю, что он смотрел сериал и там передавал мне какие-то очень хорошие слова, но это не имеет уже большого значения. Вы знаете, кинематограф все-таки оказался очень неблагодарным по отношению к нему. Этот человек был запланирован на какие-то очень главные роли. Не сложилось это. Я считаю, что кинематограф наш белорусский в очень большой вине перед этим большим, этим великим артистом. Капризный и неблагодарный кинематограф не дал ему возможности выявить весь тот богатый его внутренний мир и, самое главное, все те его наработки актерские, которые он мог бы выдать, выплеснуть на экран. Часто цитирую это: рукописи не горят, написанное остается. Я могу сказать, что отснятое, сыгранное Витей, тоже остается. Остается на экране. Красивый во все периоды своей жизни, безмерно талантливый народный артист СССР Виктор Павлович Тарасов. А с 1957 года мы были просто Витя и Володя. Закон вечности. Сэнс гэтага закона заключаецца ў тым, што душа чалавека 100 разоў цяжэйшая за яго цела. Яна настолькі цяжкая, што одному человеку просто не знести ее. И тому мы, люди, покуль мы живы, повинны стараться дапамагчы один другому, стараться обессмертить душу себе подобного. Вы мою, я другого, другі третьего, и так до бесконцности. Вось тады смерть человека не осудить нас на одиночество в житті.